Гражданский правозащитный проект «За права человека» получил обращение со стороны ингушских правозащитников и ингушского гражданского общества, старейшин ингушских, просьбу высказаться о том, что происходит вокруг Нестеровского полигона, так называемого, в Суздальском районе. Все это очень похоже на ситуацию, которой мы занимались в Архангельской области, где делался полигон для вывоза мусора, когда жители Архангельской области и Коми республики наотрез отказались допускать вывоз там мусора, использовать земли, которых они считали, в общем-то, заповедными. Леса, заповедные леса, где они охотились, где охотились их предки, позволить, чтобы он был, эти леса были использованы как мусорный полигон. А здесь что-то похожее, потому что ясно, что плодотворные земли превратятся в мусорные земли, если там будет танковый полигон. И я должен сказать, что вообще удивляет вот такая силовая стремление к силовому решению любой проблемы, которая касается общества. Оно, к сожалению, сейчас распространено не только в Ингушетии. Надо разговаривать с людьми, которые живут в Суздальском районе, надо, значит, услышать их, и тем более, что очень многие люди в Ингушетии мне говорили о том, что есть, даже если в крайнем случае это надо делать именно в Ингушетии, вообще говорят, там очень мало плодородных земель, да и вообще земли мало, то есть места, которые не столь памятны ингушскому народу, а не столь плодородные, где можно этот танковый полигон делать. Я еще хочу сказать, что дело даже не только в плодородии этих земель, а в том, что историческая память связана с этими местами. Ингушский народ очень, как говорится, хорошо помнит свое прошлое, сохраняет это все. Это все будет вызывать не только временное такое возмущение, а это останется надолго. И люди будут бороться против ликвидации. Если даже сломать людей и сделать этот полигон, все равно люди будут бороться на его, так сказать, ухода от этого полигона. Хочу заметить также, вот ситуация была очень похожа сейчас на Башкирию, которая совсем недавно, где-то полгода назад, была попытка тоже снести гору, которая связана с памятью башкирского народа, освящена легендами. И башкиры вышли и защитили эти горы. И мне кажется, это урок тоже очень важный для власти, не только Ингушетии, но и федеральной власти, чтобы они вмешались в эту ситуацию и погасили этот конфликт. Мы сейчас находимся на правом берегу реки Аса, в лесном массиве, где произрастают различные виды деревьев, ясень, дуб, карагач, липа, много разновидностей. В общем, и это как раз территория, которая отведена под воинскую часть. По словам археологов, огромная территория, отведенная под танковый полигон Нестеровский, не исследована в полной мере методами археологии. Сразу же после принятия решения о размещении полигона археологи включились в процесс по выявлению объектов культурного наследия. Был выявлен в первую очередь огромный средневековый некрополь, состоящий из катакомб, каменных ящиков. В общем, в числе исследованных были и уникальные объекты, допустим, усыпальницы, которые были возведены на известковом растворе и с помощью кирпичной кладки. Мы обнаружили железные сабли, несколько экземпляров. Дальше фрагменты керамической посуды, миски, кувшины. Наконечники стрел, которые говорят о том, что этот некрополь возник в период Средневековья. Предположительно, это может быть где-то там 8-9 по 14 века. В другом участке планируемого отвода мы выявили остатки башен, большое количество одиночных и групповых надгробных стел, частью, к сожалению, разрушенные, предположительно,
военизированной техникой. В общем, ну и опять еще один уникальный археологический комплекс – это гротои, или как их называют, скальные пещерные погребения. Очень интересная форма, они выдолблены в скале, в плотном ракушечнике. В общем, и это тоже уникальное явление не только для данного района, но и для всей республики. Их не так часто можно найти. А в предгорьях, где в принципе мы сейчас находимся, практически таких находок и нет. Доехать до многих археологических памятников можно только в сухую погоду. Время экспедиции приходится тщательно рассчитывать с учетом погодных условий. Для местных жителей земли, планируемые к изъятию, это не только историческая память, но и единственный источник дохода. Начиная с января и до апреля здесь копают черемшу. За счет ее продажи выживают жители нескольких населенных пунктов. Этот промысел существует веками. О том, как именно надо срезать растения, рассказывают старшие. Знания передаются из поколения в поколение. Многие держат скотину – лошадей, коров, овец. Земли, отводимые под полигон – это в первую очередь пастбище, а также возможность заготовить сено на зиму. Ни одного действующего производства в ближайших населенных пунктах нет. Вот здесь мы видим камень, это древний памятник, а рядом с ним небольшая яма. Это окоп. В 90-е годы во время чеченской кампании здесь были военные, соответственно, вот эти древние камни, памятники, они стояли вертикально, их клали на землю и использовали в качестве укрепления для своих сугубо технических военных целей. Следы военного присутствия читаются в рельефе местности в виде узких траншей и широких ям. Траншеи – наследие 1944 года, когда под дулами автоматов и пулеметов жителей ингушских селений отправляли в депортацию. Широкие ямы – это бывшие блиндажи и места расположения тяжелой техники. Наследие 90-х годов. Вот здесь передо мной располагается памятник, он сделан в виде фигуры человека. И вот там, где плечи, у него надпись на арабском языке. Камень вытесывали наверху с горы, привозили сюда на буйволов. И это надгробный памятник, соответственно, скорее всего, здесь похоронен какой-то знатный человек, потому что простым людям, конечно, такие памятники не делали, не вытесывали, с таким уважением не относились. Сейчас здесь располагается одно фермерское хозяйство, более 100 голов скота. Крупнорогатый скот, лошади, пасека – полностью натуральное хозяйство. Если здесь устроят полигон, люди будут вынуждены покинуть эти места. Места, где жили многие поколения их предков. И, конечно же, это трагедия. Трагедия конкретных людей, чей привычный уклад жизни полностью изменится. Мы находимся у подножия разрушенной башни рода Зангиевых. Это была башня, возможно, жилая, возможно, сторожевая. Жилая – это где-то там 4-5 метров, сторожевая, естественно, выше. Помнят о том, что это была башня, рассказывали мне местные жители, потому что им рассказывали их отцы, их деды рассказывали. Соответственно, после депортации ингушских жителей этого места башню разобрали, потому что пришли люди не мусульмане, которые не имели почтения к мусульманским ценностям. Башню разобрали с утилитарной целью, камни использовали для строительства площадки для погрузки кормов и для обустройства бассейна для помывки овец, животных. А вот там наверху находится кладбище. На этом кладбище хоронили жителей этого села. Здесь всего проживало около 30 семей. До депортации хоронили на этом кладбище. Я думаю, сейчас мы его тоже подснимем и покажем. Здесь домик стоял. Да, без раствора, видите? Да, вижу. Здесь без раствора. Домики без раствора бывают. А башня старая без раствора. Мы находимся у бассейнов, в которых купали овец в специальном растворе для обработки против клещей. Вот здесь уже арматура железная. Вот эти бассейны построены из камней, из разобранных башен. Цементный раствор, да, уже современные, скрепляют их. Для постройки этих бассейнов, в частности, использовались могильные плиты. Сейчас я покажу одну из них. Вот фрагмент могильной плиты. Коллеги сказали, что порядка более 130 лет ей, около 130 лет этой плите. Надпись, соответственно, на арабском. Вот такие плиты использовались для бассейна для овец, которые создавались уже после депортации ингушей в 1944 году.
Сейчас это все заросло, и потомки ингушей, рода Миреевы в частности, они планируют восстанавливать свою башню, обратно эти камни использовать для строительства своей родовой башни. Вот такой белый камушек у меня в руках – это остаток известнякового раствора, которым скреплялись вот эти камни. Периметр из камней пока что все, что осталось от этой башни, однако есть надежда на ее восстановление. Если будут стрелять с танкового полигона, то будут стрелять и как раз вот попадать вот в это место. Снаряды будут попадать вот на это кладбище старинное. Больше 100 лет здесь памятники датируются, более чем 100-летней давности. Вот это кладбище будет с большой долей вероятности уничтожено военными. Вот это Ахмед. Здесь написано Ахмед. Кальмат Халаджир, скорее всего. И год у него 1329 даже. А какой год-то еще раз? 313 по хиджре. Это было очень давно, это было 20 лет тому назад. Я тогда была аспиранткой Московского государственного университета, училась на историческом факультете. И был такой у нас независимый информационный ресурс. В то время это был практически единственный, ingushetia.ru. Его вел Магомед Евлоев, который был убит. И он выступал в защиту интересов и свобод жителей Республики Ингушетия. Вот этот вот самый информационный ресурс, с которого я узнаю о том, что в горной Ингушетии, там, где обустраивают погранзаставы, вот в это время только-только начинали появляться эти погранзаставы. Территории, которые были отведены под эти погранзаставы, сегодня их достаточно много в горной Ингушетии, да, о том, какие убытки мы несем от нахождения этих погранзастав, это вообще отдельная тема, да. Но в то время, значит, показывали, как военнослужащие, которые прибыли на эти погранзаставы, заходили в склепы, заходили в могильники, башни наши, да, и фотографировали с костями, разбрасывали эти кости, значит, по окружности вот этих исторических памятников, разрушали эти памятники. И потом через какое-то время появилась достаточно большая публикация в «Комсомольской правде» вот с этими фотографиями. Я, конечно, очень болезненно восприняла вот эту новость. Я приехала домой к родителям, вот свой отпуск, свои выходные. И мы выехали вместе с папой, со мной был папа, со мной был руководитель вот этого заповедника в то время, был наш, значит, ранее он был исполняющим обязанности главы Жайрахского района, который очень хорошо эту территорию знал. И когда я выехала вместе с ними, какая задача была? Я вот как говорится, энтузиаст, такой вот человек, который просто болеет душой и который пытается понять, не может быть, чтобы это была правда. Мне хотелось увидеть это своими глазами, что там на месте происходит. Естественно, попасть на погранзаставу непосредственно, которые уже были обустроены, мы не смогли, но зато на тех местах, где сегодня погранзаставы, там они только-только начинали застраиваться. И я побывала на 2 вот таких вот участках. Склепы, которые находились на этой территории, от этих склепов не осталось ничего. Были фотографии, сделанные более ранее, и я сделала фотографии, камни от этих склепов просто валялись вокруг. И вот эти вот разрушенные склепы я фотографировала, я не могла просто успокоиться, у меня было такое эмоциональное перенапряжение. Я сделала все эти фотографии, поговорила с местными жителями. После этого я сделала публикацию, она появилась в одном из журналов, появилась вот в этом информационном, на страницах вот этого информационного агентства Ingushetia.ru. Такие же усилия предпринимали и некоторые другие наши исследователи, просто люди, которые жили там, да, это была там небольшая группа людей, которые писали, жаловались, сделали то, что могли. В итоге, значит, было такое сообщение о том, что там наказали те, кто это сделал, да, значит, взяли под контроль. Мы прекрасно знаем, что это такое. Мы знаем, насколько это выполняется, мы знаем, насколько это отслеживается. И вот на тех территориях, где вот эти вот самые погранзаставы, сегодня мы потеряли кусок своей истории. Мы потеряли все те могильники, склепы, которые находились на этой территории. Кто нам их вернет?
Кто вернет этот кусок нашей истории? Почему у нас его отнимают? Понимаете, и всегда у нас возникает вопрос, почему это делают с малым народом? Это вот какая-то война, просто объявленная война нашей истории, нашим историческим памятникам, нашей флоре и нашей фауне. Ну, всегда вот напрашивается вопрос, вот когда разговариваешь, просто обычно с людьми, когда разговариваешь, вы знаете, они задают такой очень наивный вопрос, скорее он, наверное, риторический, они спрашивают, ну почему? Почему с нами так поступают? С конца вот этого 2018 года, как были оглашены эти планы уже экс-главой Ингушетии Евкуровым, население республики в своем подавляющем большинстве выступает против возведения этого объекта на нашей территории. Мотивируется это главным образом малоземельем республики. Республика сегодня всем известно, что является самым малоземельным субъектом на территории Федерации. И из всего обилия, скажем, субъектов, территорий, выбор на постройку танкового полигона пал на Ингушетию. Это абсолютно ничем нельзя логически объяснить этот выбор. Полигоны уже существуют буквально в ближайших к Ингушетии территориях, в частности в пригородном районе. В соседних других субъектах также они существуют. Вся горная часть Ингушетии испещрена пограничными и прочими, скажем, объектами, заставами. Предгорные части республики в нескольких местах есть где-то часть Росгвардии, где-то еще какая-то, где-то военная часть. В общем, для нашего региона у нас плотность населения, если не ошибаюсь, это 139 или около этой цифры человек на квадратный километр. В этих условиях отчуждать, это есть прямое отчуждение территории, потому что после создания военного полигона этого объекта, это, разумеется, закрытый объект, то есть для ингушей, для граждан республики недоступным станет еще одна часть республики. То есть у нас почти половина республики на сегодняшний день, с 1944 года, недоступна нам. Это пригородный район, это почти половина республики. У нас с 2018 года совершенно непонятная, абсурдная ситуация с переданными территориями по пограничным соглашениям с Чечней. Вопрос, который до сих пор остро стоит. Это как минимум больше 30 тысяч гектар, как говорят специалисты. И сейчас нам предлагают еще около 7 тысяч гектар отвести под военный полигон. То есть сколько еще территорий нужно отчуждать у Ингушетии, непонятно. Вопрос еще в том, что это очередное решение, которое принято нагло, абсолютно в обход мнения населения. Пока что мы не видим какого-то здравого подхода от властей республики навстречу. Все, что мы пока увидели, это отписка. Мол, вы не беспокойтесь, все будет ништяк, как говорится. Верить этому у нас оснований нету. Оснований нет, потому что вам подтвердят и наши археологи, что у нас в республике уже были прецеденты постройки подобных объектов, когда разрушались как минимум историко-археологические объекты. Поэтому у нас есть уже прецеденты подобные, веры на слово у нас нет. Мы активная часть населения, люди, которые просто за этим следят, в подавляющем своем большинстве никто эту идею не поддерживает. Для отведения территории под полигон в России достаточно места. У нас миллионами квадратных километров, гектар. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом абсолютно не таком тяжелом вопросе, хотя бы в таких простых вопросах мы видели здравый подход, диалог и готовность идти на компромиссы, на принятие решений, которые требует народ. Сегодня это является требованием. И таковым оно было с 2018 года, и пока за эти 3 года мы видим, что, к сожалению, мы увидели, что от планов антинародных никто пока не отказался. Я считаю, что нельзя гробить такие места, нельзя отдавать такие места под военный полигон, потому что есть, наверное, все-таки на плоскости в Ингушетии, если, конечно, выбрать
есть желание места, можно всегда найти не такое живописное место. Лес – это все-таки жизнь, а жизнь нельзя разрушать. Я считаю, как юрист, что прежде чем отвести земли под военный полигон, все-таки, наверное, необходимо было провести какие-то археологические исследования. Это очень много курганов, которые еще не исследованы и предстоит исследовать. Считаю, что это вандализм, нельзя подобное совершать. Помимо всего прочего, малоземелье Ингушетии и все время терзания нашей республики и вот эти, скажем так, отрывы, кусочные отрывы с разных сторон республики Ингушетия, они терзают душу каждого ингуша, который живет в этой республике и за пределами этой республики. Это не может не волновать, потому что это наша родина, это наша земля, это наши корни. И мы не можем позволить разрушать такие места. Если это место будет отдано под танковый военный полигон, это будет преступление. Совет Тыпов этими проблемами занимается где-то второй год. Там несколько сел, лесной массив, и недалеко есть нефтяные скважины, которые пробурены в 30-х годах и законсервированы, потому что там нефть с высоким содержанием сероводорода. Вот представьте, там же военный полигон, взрывы, стрельбы. Не дай бог, если там повредятся это законсервированные скважины или где-нибудь другой разлом будет, сероводород может выйти наружу. Когда сероводород выходит наружу, он соединяется с воздухом и образуются мельчайшие капельки серной кислоты. А серная кислота это разъедает плоть. Да. И я не знаю, это есть такая возможность. Если там будет большой выброс этого сероводорода, то ближайшие площадь, не знаю, сколько гектаров, или 1000 гектаров, или даже до Грузии, все это, и лес, и все будет, разъединено. Ничего не останется. Второе. Там большое скопление археологического захоронения, могильников. Там недалеко, около Берда-Юрти, есть, когда копали карьер для кирпичного завода, нашли катакомбы и могильники. Сейчас называются это греческие могильники. Там зашли богатые захоронения. Там есть башенный комплекс, разрушенный башенный комплекс. Есть там такие крупные циклоскопические плиты, разные археологические памятники там есть. Это богатые археологические памятники место. И вот сейчас без согласования, без разрешения археологической службы Республики Ингушетия решается вопрос отвода этой территории. Единственное, на Кавказе этого у нас не было, экологической катастрофы не было, остальное все здесь было. Уважаемый Сергей Кужегетович, вот уже 2 года народ Ингушетии находится в обеспокоенном состоянии в связи с планом строительства Сулинского района Республики Ингушетия танкового полигона. Ингушетия является самой малоземельной и густонаселенной из всех субъектов Российской Федерации. По той причине бывший глава Евкуров отказался даже выполнять указ президента Российской Федерации о выделении земельных участков для многодетных семей, сославшись на нехватку земли. Нетрудно подсчитать, что 8 тысяч гектаров, выделяемых под полигон, это 80 тысяч участков по 10 соток, что полностью хватало на многодетных семей Республики Ингушетия.
Место, планируемое под полигоном, является уникальным заповедником с редчайшими образцами флоры и фауны. Более того, на этом участке находятся уникальные объекты культурного наследия, не изученные археологами. Не буду здесь их перечислять, огромное количество. В случае строительства полигона весь этот археологический пласт будет безвозвратно утерян. Помимо этого, участок находится на правом берегу ледниковой Ассы и входит в бассейн этой реки. На этой реке ниже по течению находятся водозаборные зоны и скважины питьевой воды для всего Суздальского района. Можно предположить, что грунтовые воды будут отравлены. Нельзя исключать и коррупционную составляющую при строительстве дублирующего полигона. Сергей Кужегетович, прошу вас лично вмешаться и предотвратить это преступление. В противном случае нас ждут массовые протесты. Надеюсь на положительный ответ на нашу просьбу и отказаться от строительства полигона. С уважением. Еще один момент дополню. Просто информация, что Юнусбек Мамонтиреевич имеет личный интерес взять подряд строительство этого полигона. Потому что это будет поручено подниму, значит, как говорится, крыши близким родственникам. Слышите вы? Да. Учтите. Материальный интерес его. Заинтересованные школьные интересы больше нужны нашей республики, которые тем более, находясь в Минобороне, может решить передать подряд кому угодно. За деньги он любой сделает. Дело не в том, что они взрывы будут производить. Дело в том, что если этот серый водород хоть немного просочится в кислород, и Чеченская республика, и Осетская, и Иркутская республика, и живого ничего не останется. Почему ни там, ни здесь, ни у нас, никто об этом не думает? Мы понимаем, что такое стратегическая безопасность, что такое геополитическая обстановка в мире. Мы как-то отслеживаем в какой-то мере, по мере своих возможностей. Анализируем это все. Да, страна должна быть защищена, страна должна быть сильной, у страны должны быть и вооруженные силы, и соответствующие адекватные возможности дать отпор любому агрессору. То, что в этом зале сидят потомки людей, которые во всех поворотах исторических моментах принимали непосредственное участие в любых военных операциях, начиная там с царской России, Великой Отечественной войне. Это факт. Это все изложено, это все исторически свидетельствованные документы. Мы года два назад отметили 250-летие вхождения единения с Россией этого народа, этой территории, которая с каждым годом, с каждым десятилетием почему-то уменьшается, как шагреневая кожа. Вот этот вопрос нас смущает, вот этот вопрос нас беспокоит. И все вопросы, которые в дальнейшем возникают, там, допустим, о недоверии какой-то там, какая-то вот осторожность, настороженность, все это зиждется именно на том, что ареал существования данного народа с каждым годом, с течением времени сокращается. Вы знаете, вкрадывается такая мысль. А вдруг отведение 8 тысяч гектаров под какой-то мотострелковый полигон — это одна из программ лишения нас, нашего народа, территории. Ну, вдруг это государственная программа, да, но для нас в первую очередь у нас зарождается именно вот эта подоплека. То есть ничего другого не оставили. Дайте людям поверить в торжество закона, в торжество того, что к каждому гражданину равное, равноценное отношение. Вот на чем зиждятся все требования. Пусть кто-то там более складно скажет, кто-то нет, но в душах кипит именно вот этот вопрос. Выступая с профессиональной точки зрения, мы неоднократно высказывались против того, чтобы на территории, где обнаружено большое количество объектов культурного наследия, которые охраняются законом, законодательством нашей страны, ну, могу назвать стержневой, допустим, да, ФЗ номер 73, Федеральный закон объектов культурного наследия народа Российской Федерации. Конституция нашей страны, в котором сказано о том, что государство
берет на себя обязательства по сохранению памятников истории и культуры. То есть это, можно сказать, конституционное положение, не говоря уже об остальных нормативных документах, где четко сказано, что объекты археологического, культурного наследия, они охраняются государством. На их территории не может быть произведена какая-либо деятельность, кроме как научной или научно-просветительской. Застройка запрещена, отвод под какие-то другие любые цели запрещено. Мы в данном случае опираемся исключительно на закон. Поэтому мы и тогда, и сейчас выступаем против отвода территории, где такое огромное количество исторических объектов. Ну и есть и другая сторона. Я лично житель этой республики. Я знаю практически каждый уголок в этом крае. И это здесь могилы наших предков, предков нашего народа. Здесь вершилась история нашего народа. Поэтому делать такие, на мой взгляд, скоропалительные решения по отводу огромных участков, мы против этого. Мы против этого. Ну и просто как житель республики, я не хочу, чтобы вот этот лес, в котором мы сейчас стоим, где богатая флора, фауна, была связана хоть какой-то военной деятельностью, да, или там, мне без разницы, полигон, не полигон. Я имею право говорить вот такие вот, делать такие вот заявления, потому что это мой край, это наша земля. Поэтому и такого мнения, такой позиции придерживается почти каждый житель региона. И кто мы будем после того, да, если мы сегодня, наши деды, наши отцы сохранили ее для нас, да, до сегодняшнего дня, насколько они могли в тех тяжелых условиях, в те тяжелые времена, они для нас ее сохранили. Но кто мы будем, когда наши потомки скажут нам: вот вы виноваты в том, что вы ничего не сделали или не сделали то, что вы могли сделать для того, чтобы это наследие сохранить. Мне кажется, это очень важная задача. Это необходимо. Каждому сегодня в республике нужно сказать свое слово в защиту своей истории, своего наследия. Вот. Только таким образом, в рамках закона, благо закон нам это позволяет. У нас есть возможности, и нужно использовать те возможности, которые сегодня есть. Нужно сделать так, чтобы нас услышали. А для того, чтобы нас услышали, мы должны говорить аргументированно, мы должны говорить взвешенно, у нас есть все для этого. У нас есть доказательная база, у нас есть обоснование, у нас есть опыт в других регионах, и к чему это может привести. И поэтому вот я все время говорю, и когда обращаюсь, и когда пишу, я все время призываю не быть молчаливыми сторонниками ситуации, которая складывается, не думать о том, что я что могу, или я там посмотрю, а другие сделают. Нет, каждый должен понимать, что он несет ответственность. Каждый здесь у нас в республике.